которое взрастило не один десяток славных героев, посвящена эта композиция. Таким образом, артисты выражают благодарность всем родным и близким героев Отечества, которые воспитали достойных сыновей и дочерей. Их подвиги принадлежат не только ингушскому народу, но и всей большой России. Не только офицеры, но и рядовые солдаты на века вписали свои имена в историю республики и всей страны. Начиная от момента вхождения ингушей в состав России и заканчивая современным периодом, наш народ всегда стоял на страже Родины, верность долгу ставил выше личных амбиций. Такие люди являются главным народным богатством Ингушетии и в целом России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о Дне героев Отечества, что этот праздник неразрывно связан с историей нашей страны, знаменует подвиги наших предков и наших современников, всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Лучшие представители Ингушетии во все времена были примером безграничной любви к Отечеству. Хочется в этой части исторически сказать, что наши герои сегодня, именно начиная с воссоединения с Россией, 5 генералов наших царской армии. В последующем они воевали и на Японской, и Крымской, и всех войнах, которые вела Россия. И они достойны. У нас сегодня их 5. У нас 29 полных кавалеров Георгиевских крестов, приравненных героям. У нас 11 золотое георгиевское оружие вручал лично государь. И 4 наших соотечественника были награждены орденом Святого Георгия 4 степени. Это высшая награда была на тот период. Кроме того, у нас первый президент Ингушетии Руслан Султанович Аушев, герой Советского Союза. В последующем у нас Асканов, великий летчик, который первый герой Российской Федерации. И вы знаете, мы гордимся, когда подлетаем к аэропорту Магаз, то в самолете объявляют, что мы подлетаем в аэропорт имени Асканова, первого героя Российской Федерации. Сегодня и у нас замминистра обороны Евкуров Юнусбек Бамангереевич, герой. И сегодня представители Ингушетии показывают свой героизм в ходе специальной военной операции на Украине. За неполный год ингушские офицеры удостоены нескольких десятков орденов мужества, а Адам Хамхоев – звезды героя. На таких примерах нужно учиться жить молодежи, уверен глава республики. Я хотел бы, чтобы мы понимали, нашей молодежи, нашим молодым людям не надо выискивать примеры. Нам предки дали. И современники, и сегодня герой, который у нас погиб, Хамхоев, он тоже является для нас героем, естественно, но и в то же время примером для наших юношей, мальчишек. Потому что сегодня, можно сказать, десятки у нас награждены орденами мужества. Они честно, настоящие мужчины, выполняют долг перед Родиной. Ингушетия всегда будет сильна верными наследниками славных воинских традиций и выполняют воинский долг свой. В целом, если брать, каждый герой для нас родной и близкий, для каждого жителя Республики Ингушетия. Мы строим будущее родного края, нерушимой семье народов великой России, приумножая свои ментальные, духовные богатства и силы. У нас всегда будут настоящие мужчины, которые в минуту опасности встанут на защитой родной страны, примут удар на себя. От всего сердца хочу поздравить с Днем героев
нашего Отечества. Хотел бы пожелать процветания, счастья, добра, здоровья. Дала мяш могу ждолуш, выходить о них дачах вам не злобы. А зори здесь тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа швея. Ингушские артисты вспоминают каждого героя страны, который в свое время откликнулся на зов Родины и с достоинством выполнял задачи, которые перед ним стоят. Русско-японская война, русско-турецкая война, две мировые. Ни одна война, которая вела Россия, не прошла, чтобы наши земляки не были удостоены самых высоких наград. В их числе и родной брат главы Ингушетии Алихан Калиматов. В числе героев Отечества не только мужчины, но и женщины. Асият Тутаева, Марем Арабханова. Одна прославила свой край, будучи медиком в Великую Отечественную войну, другая же в мирное время, дав отпор боевикам осенью 2002 года. Их подвиг бессмертен. Все имена героев Отечества будут жить в сердцах благодарных потомков, оставаясь для молодого поколения образцом несгибаемой силы воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к родине. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев. Новости 24.